Эр саналах күн улустыра, айы аймақтыра, ураанқай сақалар, қантан қаннақ, кимтен... Перед нами Якутия, страна народа Саха, страна неповторимой красоты, страна белых ночей и вечной мерзлоты. Якуты – самый северный тюркоязычный народ, населяющий необъятные просторы северо-востока Сибири и Дальнего Востока, вплоть до побережья Северного Ледовитого и Тихого океанов. Они еще в седой древности оторвались от родственных народов, переселились на крайний север, до наших дней сохранили свой древний язык, религиозные воззрения, старинные обряды и традиции, свою самобытную культуру и фольклор. Тюркоязычными предками якутов являются курыканы, обитавшие в V-X веках нашей эры в Прибайкалии около озера Байкал, поддерживавшие тесные торгово-экономические и культурные связи с племенами Восточной Сибири, Центральной Азии, Саяно-Алтайского Нагорья и Китая. В верховьях реки Лены на Шишкинских скалах сохранились многочисленные петроглифы, а также древнетюркские рунические надписи курыканского периода. Так, на сегодняшний день это первая, можно сказать, находка серебряных сосудов на территории Приангария. Ранее они встречались только в Горном Алтае, на Алтае, на родине, собственно, тюрков-тугюк. Данная находка открывает новую страницу в изучении истории тюркских народов. Аналогичные сосуды были обнаружены в Хакассии, Туве и особенно в Горном Алтае. Прошлым летом мы были в экспедиции в республике Алтай по следам серебряных сосудов курыкан, древних тюркоязычных предков народа Саха. Со мной поехали мои питомцы, студенты факультета якутской филологии и культуры Якутского государственного университета имени Аммосова. По следам этих серебряных сосудов мы отправились в далекое путешествие на Алтай, эту легендарную страну, прародину тюркоязычных народов, слава которой пережила многие тысячелетия. На территории Горного Алтая были проведены многочисленные археологические раскопки, найдены уникальные экспонаты, украшающие многие известные музеи страны и мира. Перед нами картина первого алтайского художника Чорос Гуркина «Ночь жертвы. Камлане». Николай Рерих посвятил Алтаю картину «Айрод. Вестник Белого Бурхана». Классик якутской литературы Николай Неустроев писал: «Алтай всегда привлекает мое сердце, не потому ли, что предки якутов обитали в его долинах. Дай Бог когда-нибудь посетить этот замечательный уголок нашей холодной Сибири». Основным коренным населением Горного Алтая являются алтайцы,
тюркоязычный народ, родственный якутам. Яған қатын баш болсын, яған қатын баш болсын. Алласы jonға бай берсең, Алласы jonға бай берсін. Қайран Алтай қатын су, қайран Алтай атын су. Алласы jonға амыр бе, Алласы jonға амыр бе. В Горно-Алтайске мы встретились с Александром Сазоновичем Суразаковым, известным ученым-археологом. Алтай – это центр Евразии. И огромный интерес он представляет в том плане, что как бы это духовный центр тюркского мира. Ведь по всем летописям, по всем легендам тюрки, собственно, пошли с Алтая. Вот, то есть возникло древнейшее племя Ашина, которое по всем хроникам, ну тогда писали китайцы, по всем хроникам китайским это племя жило на южных склонах Алтая. Затем оно взяло под контроль всю Центральную Азию и стал разворачиваться тюркский мир. То есть он превратился в первый тюркский каганат от Китайской стены на востоке до Дуная на западе, ну, практически до Кавказских гор. Второй тюркский каганат. Вот это вот возникновение каких-то древнейших государственных образований. Если взять Евразию, то древнейшее государство у нас здесь, вот, в средней полосе Евразии, это вот великий пояс евразийских степей, возникло как раз здесь, потому что здесь создавали первое свое государство гунны, то есть это прототюрки. Их традиции взяли тюрки и развили свою государственность, мощную государственность, создали громадную империю государственного типа. Вот, значит, от этого пошла затем монгольская государственность, а затем российская. Вот, кстати, российская государственность, она ведет свое начало вот, как раз от тех самых времен. Алтай начинает выступать как бы духовным центром вот этого тюркского мира. В Горном Алтае сохранились многочисленные памятники древнетюркского периода, в том числе эти серебряные сосуды. Один сосуд был найден в Катанье еще Радловым в 1865 году. На дне того сосуда тоже была надпись руническая из 4 рун. Вместе с этим серебряным сосудом в кургане были найдены и другие ценные вещи, в том числе серебряный пояс, принадлежавший человеку весьма знатного происхождения. В Национальном музее имени Анохина мы с интересом ознакомились с историей горного края. Большую поддержку в нашей поездке по Алтаю оказали депутат Государственного собрания Эл-Курултай Республики Алтай Николай Васильевич Туденев и помощник председателя Государственного собрания Эл-Курултай Республики Алтай Лидия Васильевна Чанчибаева. Наш путь в далекий Кош-Агач лежал через территорию Майминского, Щебалинского, Анагудайского, частично Улаганского аймаков. Мы проехали многочисленные горные хребты, ущелья, долины и перевалы по знаменитому Чуйскому тракту, соединяющему Россию с Монголией. Перед нами Алтай, страна древних легенд и сказаний, земля заветной мечты, родина гордых и гостеприимных людей. Чуйский тракт идет вдоль Катуни, одной из двух главных рек Горного Алтая, берущей свое начало с подножья самой высокой горы Сибири и Дальнего Востока – Белухи, высота которой достигает 4506 метров. Катунь, соединившись с Бией, образует величайшую реку мира Обь. Много легенд и преданий сохранили в своих волнах Катунь, что в переводе с алтайского означает «госпожа», и эти священные горы.
На горе Ялбак-Таш на берегу реки Чуи были обнаружены древнетюркские надписи. Ни один утес в России и странах СНГ не имеет такого большого числа рунических текстов наскального молитвенного письма, относящихся к IX-X векам нашей эры, то есть того периода, к которому относятся и наши серебряные сосуды. И вот, наконец, перед нами долгожданный, заветный Кош-Агач. Кош-Агачский район является одним из районов, которые граничат с республикой Казахстан, с республикой Китай, с республикой Монголия и нашим субъектом Тувинский, республика Тыва. Алтай является прародиной тюркских народов. 3 религии здесь мирно существуют. Это буддизм, ислам и христианство. Также языческая вера у алтайцев, у нас, у теленгитов. Также 3 культуры. Это исламская культура, буддийская, христианская культура. У нас есть мечта вокруг Алтайских гор создать круиз, который будет решаться и по спорту, по культуре. Мы хотим тюркские игры восстановить, алтайские шатра, казахский тоғызқұмалақ, шахматы вместе. Также беркутиную охоту, соколиную охоту мы хотим возродить вокруг Алтайских гор. Также связаться с культурой. Я думаю, с якутскими братьями этот вопрос тоже нам надо связаться, побольше решать. И единую тюркскую культуру, историю нам надо вместе возрождать. Основная территория района – это полупустынная равнина, расположенная на высоте около 2000 метров над уровнем моря, окруженная высокими горами. Также встречаются сухостепные и тундровые ландшафты тундростепи. Это самое высокое и холодное место на Алтае. Очень разнообразна и богата фауна и флора этого района. Здесь были исследованы памятники самых различных исторических эпох и сделаны сенсационные научные открытия, в том числе мумии, возраст которых составляет 2500 лет. И лучника, охотника, а немножко поодаль изображен верблюд. Вот. А там тоже изображены горные козлы. Это, видимо, здесь это издавна эти горные козлы, наверное, водились. Их было, наверное, множество. Большую поддержку в Кош-Агачском аймаке нам оказали Чакиров Союз Чакирович, учитель истории Табелерской средней школы. Каранов Аразай Алтаевич, глава администрации села Табелер. И Бединов Край Адарович, директор Кокоринского музея, заслуженный учитель Российской Федерации. Перед нами теленгитская юрта, очень похожая на якутский многоугольный балаган. А это коновязь, аналог якутского сатанах-серге. Основное религиозное воззрение алтайцев-теленгитов – это шаманизм. Алтайыз сузы бичкен далайыз қойнына қондыртқан етегіне жұртатқан ерженелі бай Алтай. Езіліп жүрген Алтай ақмалыс Те раскопки, которые находят в юго-восточной части нашего Алтая, например, Юстыты, Талдуаире, Салюгеме, вот раскопки, различные там посуды, сосуды, ну, разных эпох, там древнетюркские есть, киевские есть, поздние есть. И в настоящее время, и в будущем ученый мир откроет большие
возможностей, но всему миру известна вот укокская принцесса. И не только алтайцам, теленгитам нам, но и сегодняшний день весь ученый мир интересуется Алтаем, потому что это действительно прародина тюрков. В том числе я считаю, что и наши братья, друзья из далекой Северной Якутии, Саха, тоже, значит, в какой-то степени корни у нас одни, тюркские. Поэтому, я думаю, еще предстоит много изучать, нам дружить, узнать больше друг о друге. Теленгиты испокон веков являются скотоводами. Разводят коров, яков, овец, коз, коней и верблюдов. Перед нами кони у коновязи чакы. У теленгитов, как и у всех алтайцев, сохранился очень древний обычай закалывания скота, унаследованный от древних тюрков, который называется өзөктөр, по-якутски «өөстарды», упоминаемый лишь в якутских преданиях. В теленгитской юрте, являющейся основным типом жилища, очень удобным для транспортировки, можно познакомиться с традиционной народной мебелью, утварью, предметами быта, орудиями труда, охоты, посудой, образцами местной национальной одежды. А вот хозяйка очага угощает нас блюдами национальной кухни. Вот она прямо в Казани готовит самое любимое и распространенное простое в приготовлении алтайское блюдо – баранину. Очень интересен традиционный алтайский чай. Примерно половину населения Кош-Агачского аймака составляют казахи, поселившиеся в этой долине в конце 19 столетия, в результате военных столкновений с другими племенами и которые приобрели здесь свою новую вторую родину. Культура и обычаи казахов, хотя они тоже народ тюркского происхождения, заметно отличаются от обычаев и, собственно, алтайцев и теленгитов. Казахи исповедуют ислам, что связывает их с народами Средней Азии, Ближнего и Среднего Востока. Обряд закалывания барана у казахов также отличается от алтайско-теленгитского и близок к обычаям мусульманских народов. Нам посчастливилось присутствовать на традиционном казахском застолье, устроенном в честь встречи родственников, приехавших из соседнего аула. Застолье началось с молитвы, которую произносит самый пожилой и почетный из присутствующих.
Allah Застолье заканчивается совершением омовения и молитвой. Uzak ömür versin, zor denсаулық versin, осы отырған бала-шағаның бәріне. Аман жүріп, қайда жүрсе жақсы жүрсін, дендері сау болсын, бала-шағадар. Күннен күнге өсе берсін. Не берсін, Алла қайырымен берсін. И вот мы едем к месту самой заветной мечты – к речке Юстыт, где был найден древнетюркский серебряный сосуд. По пути к святым местам у источника с целебной водой наш гид, местный теленгид, по обычаю предков поклонился духам этих мест. Мы подъезжаем к местности Кызыл-Кабак, где более 1000 лет стоит древнетюркский памятник Балбал с руническими письменами, исследованными известным ученым Владимиром Михайловичем Наделяевым. Эта земля помнит времена гуннов и скифов, времена голубых тюрок, уйгуров и кыргызов, монголов Чингисхана, Джунгарского ханства, китайской династии Цин. Она помнит времена былого величия, золотые сокровища которых сохранились до наших дней, а также времена кровопролитных битв и сражений, в результате которых гибли тысячи людей, целые народы и государства. Перед нами речка Юстыт, цель нашего приезда в этот отдаленный край почти на стыке России, Монголии и Китая. Название Юстыт соответствует якутскому сюстиит и означает «100 лиственниц». Здесь сейчас обосновалась казахская кочевье. Хозяева встретили нас очень гостеприимно. Жизнь здесь течет почти так же, как многие века назад. Все здесь находится в первозданном нетронутом виде. Казахская деревянная чаша тегенне очень похожа на якутский кытах. Здесь мы словно возвращаемся к своим истокам, своей изначальной истории. Это самое сердце Золотого Алтая. Это та самая речка и то самое место, где был найден таинственный серебряный сосуд древних тюрков, по следам которого мы приехали сюда с далекого севера. Мы на земле своих далеких предков, гордых, воинственных и свободолюбивых племен, оставивших потомкам свои письменные наставления, высеченные на камнях, и свои драгоценные золотые и серебряные сокровища. Хозяева приглашают нас в казахскую юрту. С удовольствием пьем свежий кумыс, этот божественный богатырский напиток, символ изобилия и благополучия. Душа полна радости и счастья от прикосновения к вечности, к своей прародине, к земле своих предков. Поклон и якутская Уруя Халван, горы священного Хан-Алтая.
жақта отырған бейшоқ тушында емде жақта емде бейші тұрқушында Жаңқар Алтайда не болғанын ұғар ұлы жүрек түмдейден отырған ұлысың да қары